Первая в мире интерактивная передвижная выставка «Поезд Победы» прибудет в Ингушетию. 5 и 6 марта жители республики получат уникальную возможность посетить выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны, отметил в своем телеграм-канале глава региона Цитата. Выставка «Поезд Победы» разместится на железнодорожном вокзале города Назрани, и каждый желающий сможет увидеть ее бесплатно, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта. Особенность выставки заключается в том, что она представлена в формате музея на колесах, состоящего из 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящен важным событиям и вехам Великой Отечественной войны. Это редкая возможность для жителей Ингушетии стать участниками одного из самых значимых исторических проектов, который погружает в атмосферу 1941-1945 годов и дает почувствовать дух защитников Родины, среди которых было немало уроженцев нашей республики. Отмечу, что такие проекты особенно важны для молодого поколения, которое уже теряет связь с живыми ветеранами войны. Многие из них ушли из жизни, а оставшиеся в живых преклонного возраста. Это горечь, которая остается с нами, но именно в наших силах сохранить память о подвигах наших предков, передать их молодому поколению и никогда не забывать о величии их жертв и подвига. Хочу особенно подчеркнуть, что ингушский народ в годы Великой Отечественной войны внес значительный вклад в общую победу. Более 21 тысячи уроженцев республики сражались на фронтах, защищая Москву и Ленинград, участвуя в Сталинградской битве, на Курской дуге, обороняя Малгобек и штурмуя Берлин. Более 6 тысяч человек не вернулись домой. Кроме того, город нефтяников Малгобек обеспечивал фронт горюче-смазочными материалами, а по некоторым видам продукции, например, топливо для авиации, был ведущим производителем в стране. В память о героизме его защитников Малгобеку в 2007 году было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Наша задача — сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и мир, и передать это знание будущим поколениям.